Здравствуйте, дорогие зрители, с вами я, Набиджон Юсупов. Дорогие зрители, ставим лайки, подписывайтесь на канал. Итак, хорошие привычки делают ее счастливой и неполненные плохие привычки неминуемо приводят к печалям и проблемам. Вот что нужно сделать для того, чтобы подружиться с деньгами и до краев наполнить ими свой кошелек. Первый. При росте доходов держите себя в руках. Многие люди убеждены, что так только они стали больше зарабатывать, то надо срочно это богатство всем вокруг показать. Вирус транжирства заражает их голову и опустошает их кошелек. Покупается новая машина, делается шикарный ремонт в квартире, начинаются походы по дорогим магазинам и бутикам. Возникает законный вопрос, а что на самом деле же важно для вас быть богатым или казаться им? Ведь это две совершенно разные вещи. Второе. Жертва рекламы. Каюсь, сам частенько обнаруживаю, что стал жертвой увиденной мною рекламы и потратил деньги на то, о существовании чего вчера же еще даже и не поздравил. Ох уж эти спонтанные покупки, маркетологи не дремлют на каждый рубль из нашей зарплаты. У них же давно заготовлена реклама, которая заразительно расскажет, как красиво его можно потратить. Получается, что ты работаешь, а денег в кошельке как не было, так и не привидится. В народе об этом принято говорить, так дорвался до денег. Третий. Дорогие вещи не делают нас богатыми. Скорее наоборот, они лишь вынимают деньги из нашего кармана, а не добавляют их. Чтобы не допустить подобную ошибку, почаще напоминайте себе, что богатство и финансовое благополучие – это вовсе не бесконечные покупки дорогих вещей. Практика избавляемся от бедности и богатеем. Какие шаги вы можете предпринимать уже сегодня, чтобы в корне начать менять свои финансовые положения? Не пытайтесь гнаться за показанным богатством. Большие расходы не способны вас обогатить. Вместо этого старайтесь как можно больше инвестировать, приумножить свои деньги. Заведите хорошую привычку вначале откладывать 10-20% с каждого полученного дохода и лишь после этого тратить оставшуюся сумму. Если вы будете расходовать в ноль все заработанные деньги, то вам ничего не будет приумножать и, соответственно, вы никогда не сможете разбогатеть. Сделайте так, чтобы не вы работали на деньги, а деньги работали на вас. Для этого начните ежемесячно инвестировать небольшую часть своей зарплаты, покупайте валюту, акции, драгметаллы и другие финансовые инструменты. Дорогие зрители, это богатство возможно, только надо быть другим, мышление богатых. Научитесь купите книгу «Богатый папа, бедный папа» и все тут поймете, дорогие.